очень рады видеть здесь такое большое количество молодых людей и ветеранов. Наводить эти мосты между старшим поколением, знающим, пережившим все то, о чем говорят вот эти книги, и молодыми людьми, которые не нюхали пороха, но которым надо быть готовыми ко всему, и, как мы видим, они готовятся. Это одна из задач библиотеки. То есть хочу поблагодарить коллектив библиотеки за организованную выставку. Конечно, такие выставки, как сегодняшняя, посвященная 70-летию русской битвы, которая действительно явилась коренным переломом в войне. Немцы в этой битве надеялись перехватить инициативу. Это была и последняя попытка, но, как показали наши солдаты, наша армия, этого сделать не удалось, и больше у немцев такого шанса не было. Так вот, такие выставки, они играют очень большую роль в патриотическом воспитании молодежи, в воспитании наших детей, в духе любви к Отечеству, к Родине, к нашим национальным ценностям. И я хочу обратиться ко всем здесь присутствующим, особенно к молодому поколению. Помните, чтите этот великий подвиг наших дедов, наших уже прадедов, прабабушек. Они ценой своей жизни, ценой здоровья, ценой своей молодости подарили нам это счастье жить. И наша с вами задача, это наш долг, самый первый, сохранить память об этом подвиге и в своих сердцах, в своей жизни пронести эту память через всю свою жизнь, обязательно передать своим детям, внукам, чтобы они в случае чего могли постоять за нашу Родину, так же, как наши дорогие ветераны постояли за нее в 41-45 году. Великая Отечественная война Советского Союза длилась 1418 дней. В ней были грандиозные сражения, такие как Московская, Сталинградская, Курская битва, операции по освобождению территории Советского Союза, Восточной Европы. В ней были дни, которые не были отмечены в календаре военных событий какими-то крупными операциями. Но я уверена, что каждый из этих 1418 дней был днем, который сыграл существенную роль, значительную роль в том, что война закончилась победой Советского Союза. Наследницей Советского Союза сегодня является Российская Федерация. И Российская Федерация сегодня должна сохранить живую историческую память, точное понимание того, почему мы победили, в чем состояла правота этой победы, и что самое, на мой взгляд, необъяснимое и ужасное, что сейчас, когда после завершения Великой Отечественной войны прошло уже достаточно много времени, выясняется, что битвы за войну не закончились. И вот весь послевоенный период с разной степенью активности, интенсивности, история победы Советского Союза в Великой Отечественной войне подвергается определенным информационным атакам. Эти атаки носят очень разный характер. Еще когда я была студенткой, мы на историческом факультете изучали, как изучают историю Второй мировой, Великой Отечественной войны за рубежом, в разных странах мира. И уже тогда мы читали книги, которые писались западно-германскими историками, тогда было две Германии. И в этих книгах по-разному объяснялся исход тех или иных великих сражений в Великой Отечественной войне. Я тогда была молодой, наивной студенткой, и некоторые аргументы, которые тогда я читала в этих книгах, у меня вызывали чувство глубочайшего недоумения. Ну, например, провал немецкого контрнаступления и попытки освободить армию Паулюса от Сталинграда немецкие историки объясняли тем, что полевые мыши, которые жили в степных районах России, повредили проводку в немецких танках Манштейна, и он не смог наступать. При этом почему-то советские танки, да, которые, в общем-то, тоже имели проводку электрическую и так далее, видимо, были как-то по-другому устроены, или, видимо, полевые мыши их не ели, но в результате они почему-то не выходили из строя. Как ни странно, вот я внимательно слежу за целым рядом новостных сайтов, новостных порталов. И вот в последние несколько месяцев есть такая немецкая газета, немецкий журнал, издание такое, Die Welt, да, которая очень активно публикует в последние примерно 6-7 месяцев статьи, посвященные истории, как они называют, войны на Восточном фронте. Причем вот реваншистский дух этих статей, в общем-то, даже не маскируется.
статьи пишутся в духе о том, что немецкая армия превосходила советскую по вооружению, по технике, по качеству подготовки офицеров, командного состава и так далее, что немцы были более мужественными, немцы были более подготовленными, они проводили гораздо более гениальные военные операции. И никак не получается ответа всего только на один вопрос. А почему же они потерпели столь сокрушительное, катастрофическое военное поражение? К сожалению, по-моему, на мой взгляд, мы сегодня сами далеко не всегда готовы к тому, чтобы отстаивать право на победу. Я попробую объяснить, в чем тут дело. Вот как историк, занимающийся историей России в 20 веке, изучающий те книги, те работы, которые у нас есть, я моим студентам, к сожалению, сегодня могу назвать только два фундаментальных издания, еще советских лет, которые есть в нашей стране. Одно из них называется «История Великой Отечественной войны» в 6 томах и выходило в середине 60-х годов. Второе называется «История Второй мировой войны» в 12 томах, и оно было издано в середине 70-х годов. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки, которые, конечно, считают, что именно они сыграли ключевую роль в победе во Второй мировой войне, в настоящий момент можно насчитать 5 фундаментальных трудов по истории Второй мировой войны и участия Америки в этой войне, и самый маленький из этих трудов насчитывает 92 тома. Остальные больше, более объемные. Поэтому мне кажется, что сегодня перед научным сообществом, перед публицистами, журналистами, перед обществом в целом стоит задача не только сохранить, но и нарастить объем информации по тем реальным событиям, которые происходили на фронтах Великой Отечественной войны в разгар самых разных сражений, в том числе и повод событийный сегодняшний, в том числе и в Курской битве. Я рожденец 25-го года. В октябре 42-го года призвали в армию. Учился немного, 3 месяца в Самаре, были курсы. Прошел курс молодого солдатом и отправили на фронт. На фронте начал я войну под Таганрогом. Освобождали город Таганрог, Мелитополь. Дальше техника наша сгорела, потерял много техники, нас вывели на формировку. Пришлось воевать на Втором Украинском фронте. Начали Юго-Западный фронт, затем Второй Украинский, Третий Белорусский, и закончил я свою службу, военную службу в 1945 году, в августе 1945 года, в Кенигсберге. Что такое эта война? Понимаете, это одна из жесточайших войн человечества. Нет ей равных, видимо, по насыщенности огня, мобильности, вооруженных сил. И вот как пришел я сразу же в войска, молодым пацаном, танковый. Учился я, так сказать, войну сразу. Очень тяжело вот сейчас вспоминать это дело. Но за все время своей военной службы на фронте трижды мы меняли технику. Как меняли? Наша техника терялась, тоже ведь были потери, формировались и выходили на фронт. Непосредственно участие я принимал в освобождении города Мариуполя. Дальше на Курском направлении, здесь под Харьковом, станция Кобыляки есть такая, в Днепропетровской области. Там я шел, освобождал
Затем после формировки пополнили, нас отправили на 3-й Белорусский фронт. Наши войска Су-152, это самоходная установка, это одна из, ну, надо сказать, из, ну, нет равной по боевой мощи нашей техники. У немцев не было, как они не хвастались, но они недосягаемы были для нашей техники. Су-152, это была гроза, грозное оружие. Вес снаряда 43 килограмма, отдельный гильзовый за решением 43 осколочные гранаты. Да, пробивы. Жизнь фронтовая была интересной. Вы понимаете, дружба была, ну, неповторимой дружбой среди народа. Все мы там вот в полку были разные, всех национальностей. У нас только да была единая семья. Такая была великая дружба. Великая. Вот сейчас наблюдается, нет этого, понимаете? Нет той дружбы, той организованности, что было в войне. Закончил я, как вам сказал, в Кенигсберге, оттуда направили меня в училище, заканчивал в городе Ветлуге, Нижегородской области, было 2-е Горьковское танковое училище. После окончания училище потом дислоцировано в город Хмельницк, Проскуров, раньше он назывался, на Украине. Ну и после училища по выпуску служил в армии, служил на Дальнем Востоке, был командиром танкового взвода, командиром танковой роты, закончил службу. В общей сложности прослужил 15 лет. Когда я был солдатом, да и Александр Семенович, когда мы, значит, были солдатами, что мы много знали? Мы были оба артиллеристами, только он самоходчик, а я пехоходчик, как говорится. То есть я артиллерист был, но орудия были у нас одинаковой системы, 152 миллиметра, гаубица, пушка, она вот была показана в работе вот здесь, на этом коротком фильме. Мы оба были артиллеристами. И сразу вам скажу, конечно, танковые войска в районе Курской дуги сыграли большую роль в победе и вообще в дальнейшем наступлении. Но я вам, пусть танкисты на меня не обижаются, но я вам прямо скажу. Рядовой солдат-пехотинец и артиллеристы, и в том числе самоходчики, и мы, не самоходчики, сыграли основную роль в победе на Курской дуге. Дело все в том, что на Курской дуге гитлеровские войска начали наступать с 2 противоположных направлений. С севера из района Орла и с юга из района Белгорода и Харькова. Уважаемый историк здесь нам рассказывал о том, что вот, значит, были разговоры о том, что вот гитлеровские части были хорошо вооружены, что ими командовали офицеры и полководцы. Действительно, не надо умалять этого. Действительно, командующим войсками на южном фасе этого наступления был опытный генерал-фельдмаршал Манштейн. Это был опытнейший командующий. Дальше в северной части тоже были очень опытные командиры. Но самое главное, они были не только, они были вооружены действительно очень хорошо. На Курскую дугу гитлеровское командование направило только что вновь изготовленные танки «Тигр», «Пантера» и, самое главное, самоходные установки «Фердинанд». Калибр этих пушек у «Фердинанда» был 88 миллиметров. Прицельная дальность этих орудий была 2 километра. То есть они обладали способностью за 2 километра, как снайперы, попадать
цель определенная. Дальше. Эти танки, новейшие танки немецкие, были снабжены еще одной, как говорится, военной достопримечательностью. Они все имели замечательные оптические приборы, цейсовские приборы. В Германии, если вы не знаете, и до сих пор существует фирма Карл Zeiss Jena. Это самая лучшая оптика во всем мире была. Вот они для своих танков изготовили эти цейсовские снайперские прицелы. А у наших танков были прицелы панорам Герца. Да, это, хотя и тоже вроде бы прицел, но наши танки могли бить только, так сказать, как прицельно на расстоянии 300-400 метров. Понимаете, 2 километра и 300-400 метров. Конечно, когда началось это сражение, то основное внимание было уделено действительно танкам. И вот я сейчас подхожу к тому, что где, значит, я участвовал и что случилось. Значит, вот только что прозвучало сейчас в кинофильме Прохоровское сражение, да? 1200 танков, да? Нам рассказывали здесь об этом. Я, позвольте, значит, может быть, скажу, я усомнился в этом. А усомнился когда? Уже тогда, когда я участвовал в этих боях. Дальше, когда впервые вышел кинофильм, сериал «Освобождение», и одна из серий была посвящена сражению на Курской дуге. Там, не знаю, если вы помните, указано было огромное поле, и вот немецкие танки идут в таком шахматном порядке, значит, как на параде перемещаются, значит, выстрелы на ходу стреляют. Смею вас заверить, в те времена танки не имели возможности сходу стрелять. Они никуда бы не попадали. Надо было на некоторое время остановиться, выстрелить и дальше продолжать движение. А там прямо сходу, значит, и немецкие танки, и наши танки стреляют сходу. Это неправда. Я вас заверяю, как лично свидетель. Дальше. И вот в районе Прохоровки произошло следующее. Войска Манштейна, которые шли из Белгорода в направлении на Обоянь, а Обоянь это был тот пункт, где должны были встретиться танковые части южного направления и шедшие танки с севера из направления Орла. И там взять в кольцо и уничтожить наши, так сказать, войска. Очень быстро войска Рокоссовского приостановили северное наступление танков. А вот на южном направлении, там, где я был, дело получилось не совсем так. А получилось так. Где-то началось наступление 5 июля началось наступление, и вперед пошли на правом фланге этих войск немецкие, а были там немецкие 50 дивизий на небольшом участке фронта немцы наступали. Из этих, как говорится, 50 дивизий, 16 было только танковых у них дивизий. И вот они, вооруженные, вернее, снабженные, значит, танками «Тигр», «Пантера» и орудиями, значит, самоходного «Фердинанд», двинулись в направлении на Обоянь. Мимо Прохоровки. Где-то через 4 дня они подошли, правое крыло этой армады подошло, не доходя 2 километра до Прохоровки. Положение складывалось очень критическое. Они систематически расшатывали нашу мощную оборону. И шли все дальше и дальше. 2 километра не подошли, не прошли до Прохоровки, не обошли и остановились по этой станции. А другие танки дальше двинулись мимо Прохоровки по направлению к реке Псел. Река Псел являлась той преградой, которую должны были форсировать эти танки, немецкие танки. И тогда наше командование дало команду такую, что немедленно выбросить в этот район 5-ю гвардейскую танковую армию под командованием Ротмистрова и 5-ю гвардейскую общевойсковую армию для того, чтобы ударить во фланг немецким танкам под Прохоровкой. И туда
значит, ротмистр по распоряжению Ватутина, командующего фронтом Воронежским, направил часть корпусов этой гвардейской танковой армии ротмистрова. Ну, было, значит, всего так. 190 танков Т-34, 120 танков Т-70, а их вообще нельзя было отправлять в бой, потому что это были легкие танки, они пробивались винтовочной пулей. Понимаете, броня была такая. Но они просто, так сказать, наступление фронтальное не могли участвовать. Дальше 18 танков, тяжелых танков английского производства Уинстон Черчилль. И 20 самоходных орудий. 20 самоходных орудий. И вот эта армада, имея только половинный запас боеприпасов, неполный комплект боеприпасов, дальше неполная заправка горючим, значит, в танках, пошли во фронтовой удар в этом направлении. А значит, они встретились с частями отборной немецкой дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер. И вторая дивизия, значит, Das Reich, которая была еще более мощная. И вот это началось сражение. Никакого поля огромного под Прохоровым нет, которое бы вместило 1200 танков. Не могли они там развернуться. А была только одна глубокая балка, по которой пошли наши танки армии Ротмистрова. Они выскакивали из этой балки, значит, а немцы, предвидя это, Манштейн хитрая лиса был, танковый, так сказать, полководец, он перед этим, значит, сообразил, что надо остановить все свои армады этих танков и свою артиллерию, ведь кроме танков еще армия содержала противотанковую артиллерию. И вот они, стоя в отдалении, спокойно расстреливали наши танки. Причем Лейбштандарт, дивизия Гитлер, имела всего 56 танков. И 10 самоходных орудий координат. Вот эта, значит, группа, она встретила 350 танков армии Ротмистрова. Бой кончился к 12 часам. От этой группы осталось от нашей, вернее, на поле полыхали 300 танков наших. Немцы потеряли 30. Представляете? То есть положение еще печально складывалось, потому что вторая дивизия, значит, Das Reich, она уже зашла севернее Прохоровки и должна была захватить с севера Прохоровку, а потом через Псёк ударить на Обоянь. Это тот путь, куда стремились войска немецкие. И вот тогда из фронта степного, резервного фронта бросили наши сил тяжелые артиллерию, в том числе и мою бригаду родную, в которой я служил командиром орудия. Мы, значит, две бригады нашей дивизии. Одна была противотанковая, истребительно-противотанковая, 76-миллиметровая. Мы ее называли «Прощай, Родина». Я по солдатскую версию излагаю. Это мы так называли на фронте. Потому что как только бой, эта дивизия, вернее, бригада почти полностью выбивалась. Так? И наши тяжелые, вот 152 миллиметра, нас на правом берегу реки все поставили. Не только нашу бригаду, а множество орудий других. И вот артиллерия, мощная артиллерия, а наши орудия, вот Александр Семенович, она относится до сих пор. Вот к артиллерии большой мощности. Мы сдерживали это наступление. Дело еще в том, я вам сейчас еще честно говорю, почему-то нашей авиации не было в эти тяжелые дни, с 5 по 9 июля. Ну вот нет наших самолетов, а немецкие самолеты, эти самые Юнкерсы 87, пикирующие бомбардировщики и в то же время штурмовики, вооруженные двумя еще противотанковыми пушками, подвешенными под крылья, ну сходу размерточек, после бомбежки расстреливали наши танки. И вот только благодаря, значит, артиллерийским бригадам и полкам, которые были установлены на реке Псёк, были остановлены, уже не остановлена эта танковая армада Манштейна, понимаете? Ну, а скажите, а как же победа-то?
а победу одержал советский солдат. Советские артиллеристы, советские танкисты, все-таки, несмотря на тяжелые потери, эти тяжелые, значит, танки, немецкие «Тигры» и «Пантеры» обладали очень такой уязвимостью. Они были мощные по своей величине, грозные, тяжелые, страшные. Если бы на них посмотреть в бою, когда вот страшно даже становится, понимаете, я вот до сих пор ночью иногда вижу, просыпаюсь и кричу от страха. Так вот, значит, они обладали одним недостатком, у них была слабая ходовая часть. Ходовая часть была настолько слабая, что они чуть-чуть где-то застряли и становились. И быстро, числу 19 июля, они, вся основная масса этих хваленных «Тигров», «Пантер», несмотря на тяжелые потери, были выбиты, и все, немцы захлебнулись. И тогда наш степной фронт, в котором я вот был артиллеристом, наша бригада артиллерийская, пошли в наступление, значит, Воронежский фронт прямо на запад, а мы пошли в направлении на юго-запад, окружая Харьков, и таким образом, вот, и там, где был Александр Семенович, мы уже, победили, что ли. Вот такова правда солдатская, как говорится.